Тогда переходим к рассмотрению дела по существу, и слово для доклада предоставляется судье-докладчику Айдарбекова Чанар Исхабековна. Пожалуйста, Чанар Исхабековна. Уважаемые судьи, уважаемые участники сегодняшнего заседания, в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 10 августа 2018 года поступил запрос судьи Межрайонного суда Иссык-Кульской области Тагаева о проверке соответствия пунктов Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики, частям 1, 4, 5 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики. В своем запросе судья Тагаев отмечает, что при рассмотрении им административного дела по иску открытого акционерного общества «Оптима Банк» к Иссык-Кульскому районному управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество о признании недействительным заключения Иссык-Кульского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество об отказе в государственной регистрации соглашения о прекращении обязательств отступным от 23 января 2018 года пришел к выводу, что в рассматриваемом деле подлежит применению пункт 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики. Как следует из содержания запроса, судьи «Оптима Банк» предоставила индивидуальному предпринимателю Мадиеву кредитную линию в размере $1 миллион США на коммерческие цели. Заемщик, в свою очередь, в обеспечении исполнения обязательств по кредиту предоставил залог в виде незавершенного объекта земельным участком в размере 6 гектаров с надворными постройками, расположенными по адресу Иссык-Кульский район, село Тамчи, принадлежащий залогодателю на праве частной собственности. Также между «Оптима Банк» и заемщиком-залогодателем было заключено соглашение о порядке обращения взыскания на заложенное имущество в внесудебном порядке. В связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по погашению задолженности по кредиту, «Оптима Банк» и заемщик-залогодатель пришли к договоренности о передаче заложенного имущества в собственность залогодержателя путем заключения соглашения о прекращении обязательств отступным. «Оптима Банк» 23 января 2018 года предоставила указанное выше соглашение в Иссык-Кульское районное управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество о его государственной регистрации, однако ему было отказано. В отказе местного регистрационного органа было указано, что согласно подпункта А, пункта 3 статьи 22 Закона Кыргызской Республики о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отказ в регистрации прав на недвижимое имущество может быть произведен, если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным указанным законом и другими нормативными правовыми актами. Так, в соответствии со статьей 20 Закона Кыргызской Республики об устойчивом развитии эколого-экономической системы Иссык-Куль, объекты рекреации могут находиться в собственности Кыргызской Республики, граждан и юридических лиц Кыргызской Республики, местных государственных администраций и органов местного самоуправления. Иностранным лицам предоставление и передача в собственность объектов рекреации, инфраструктуры и туризма не допускаются. Указанные объекты могут передаваться им только на правах срочного пользования в соответствии с порядком, определяемым правительством Кыргызской Республики. Согласно же реестра акционеров, в «Оптима Банк» иностранные лица владеют более 97% акций. В порядке досудебного разрешения спора «Оптима Банк» обратилась в вышестоящий административный орган Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы, который в своем ответе 12 февраля 2018 года согласился с отказом местного регистрационного органа. Поскольку закон Кыргызской Республики об устойчивом развитии эколого-экономической системы Иссык-Куль не определяет понятие иностранного лица, Межрайонный суд Иссык-Кульской области посчитал необходимым применить пункт 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики для разрешения данного спора. По мнению судьи Тагаева, в судебном заседании возникла неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли частям 1, 4, 5 части статьи 12 Конституции, подлежащие применению в вышеуказанном деле 3 подпункта Б, В, Г пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса в той части, в какой она в буквальном толковании и по смыслу ограничивает право юридического лица, в частности банковского учреждения, созданного, зарегистрированного и находящегося на территории Кыргызской Республики, однако имеющего признаки, описанные в подпунктах Б, В, Г пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики, на осуществление в качестве национального юридического лица в полной мере своих прав, предусмотренных частями 1, 4, 5 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики. По мнению Тагаева, действующее правовое регулирование, заложенное в указанных подпунктах относительно
определение признаков иностранного юридического лица затрагивает существо конституционного права юридических лиц Кыргызской Республики, в частности банковских учреждений, на собственность и других прав, связанных с реализацией этого права, и тем самым, несомненно, влияет на его основное содержание. Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией Кыргызской Республики. Основываясь на вышеизложенном, судья просит проверить на соответствие частями 1, 4, 5 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики, подлежащие применению в конкретном деле подпункты Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики в той части, в какой указанные нормы в буквальном толковании и по смыслу ограничивают право юридического лица Кыргызской Республики, в частности банковского учреждения, созданного, зарегистрированного и находящегося на территории Кыргызской Республики, имеющего признаки, описанные в подпунктах Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса, на осуществление в качестве национального юридического лица в полной мере своих конституционных прав, предусмотренных пунктами 1, 4, 5 статьи 12 Конституции. Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 24 сентября 2018 года запрос судьи Тагаева был принят к производству. В соответствии со статьей 30 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики судьей-докладчиком были произведены необходимые процессуальные действия для подготовки дела к заседанию, приглашены иные лица правительства, Национальный банк, дело готово к рассмотрению. Как было уже указано, в соответствии с частью 3 статьи 32 Конституционного закона, субъект обращения на судебное заседание не приглашался. Спасибо. У вас все, да, Чунар всё. Раскабековна? Коллеги, есть вопросы к Чунару Раскабековне? Нет?